Добрый день, Саян Андреевич. Добрый день. А мы продолжаем наш курс бесед по поводу гражданской войны, развлекательно-познавательных, с нашим другом, историком Саяном Барабанским. О чем сегодня? Сегодня, по идее, после разбора неких таких предпосылок, надо бы хорошо рассмотреть общий ход боевых действий и то, во что люди одевались, чем питались. То есть тыл и фронт 1919 и начало 20 года. Отлично. Давайте тогда начнем с униформы. Давайте, да. В принципе, если говорить про униформологический портрет на 18 и на 19 год, весь практически до конца, то он, не сильно-то друг от друга отличался. Вот если возвращаться к прошлой теме разговора про наступление Рудзинского на Якутск, предположим, он перенял удачный опыт с белыми повязками на головных уборах у своих гвардейцев, у оппонентов своих? У оппонентов, да. У участников ледяного похода в феврале месяце этого же года, 18-го, то есть. Объясняю почему. Из-за того, что вот летом в сумерках видно практически ничего, обвязавшись очень яркими повязками, и явно это не красный цвет, а белый, можно вполне себе легко друг друга обнаруживать. Да, это некая такая демаскировка, но это же не разведывательная операция. То есть можно штурм определять свой-чужой, такую да. систему. Вот и тут получается так, что у РКК даже был эпизод такой, что они тоже использовали белые повязки. Очень интересный, любопытный такой. А вот то, что в фильмах красная повязка. Это тоже было, да. Это имеет место быть. Но если операции производятся днем, утренние или дневные операции, опять-таки, и для неких таких опознавательных символов бойцы РКК полностью сорвали с себя все знаки различия, отличия и тому подобное. Это и кокарда старого образца царского, то есть это и погоны, и бывало даже так, что орел, раньше использовались, получается, бляхи с орлом, его попросту переворачивали вниз тормашкой. Бляху? На ремне, да? Да. А как его можно так? Он двухсторонний выходит? Да, если его перевернуть, то там он же принципом крепления на крючке. Да, и это вполне спокойно получалось на поясном ремне, я поясняю сразу. И вот эти, несколько так стихийно образующиеся знаки отличия, исключительно эти, и отличали одну сторону от другой. В белой же армии, там во всех белых подразделениях, в знаки, в символ того, что у них якобы здоровая и преемственная власть и так далее, они оставались при старых знаках отличия. Это погоны, это кокарда. Одно дело, что они оборачивались различными цветами тканей, то есть если мы берем сибирскую территорию, то это бело-зеленая ткань, это знак автономной Сибири. По символизму, в принципе, понятно. Чистое небо, елки зеленые. И обязательно в большинстве армий были так или иначе триколоры. Российские триколоры, утвержденные еще
в стародавние времена при Петре Первом, но при Николае Втором обретшие символ национального флага. Ну и вот по этим и признакам они ориентировались, собственно говоря. Если же говорить чисто про униформологический портрет, то нужно сказать следующее, что вот эти символы РКК, ну, Буденовка, так называемая, на тот момент времени называвшаяся чуть-чуть по-другому, Богатырка, и рубахи с разговорами, кафтаны, очень веселые такие и нарядные разговоры. Это элемент одежды, подкрашивающийся под цвета определенного подразделения, пехота, саперные войска, медики там, ну, и так далее, и размещающиеся в центре. Вот здесь на рубахах, по-моему, было 4 разговора, а на кафтанах по 3. Они появились уже значительно позже. То есть массовое распространение они получили только в конце года, ну, около 19-го. И потом уже дальше идут. То есть к нашей сегодняшней теме разговора про основные боевые действия это не имеет никакого отношения. По большому счету, возвращаясь к портрету военнослужащего, он был одинаковый. И в той, и в другой стороне использовались в основном старые склады армии сгинувшей. Это форма, использовавшаяся царской Россией еще во время Первой мировой войны, то есть образца 12 года, 1908 года там, и тому подобные веселые прелести. И с доработками англизированные френчи, так называемые, они тоже очень большое распространение и любовь получили и с той, и с другой стороны. И по большому счету, если сорвать с себя погоны, ну, если ты белогвардеец, и навесить вот здесь вот на груди красную тряпочку, то ты можешь из-за своего в том стане противника сойти. Это было актуально больше осенью 19 года, когда массовая деморализация армии происходила. Но вот здесь есть один очень примечательный момент, что погоны выдавать перестали. Их начали рисовать. Химическими карандашами. Да, и вот если ты сорвешь подобные погоны с плеч, то это будет заметно сразу. А у нас вот в Якутии какая-нибудь специфика была, скажем, там кто-то в дохе, кто-то там в своей национальной одежде, может быть? Да, вот, кстати говоря, про специфику Якутии, если же мы затрагиваем период до 1921 года, то по фотографическим материалам, если ориентироваться, то точно такая же типичная картина. Пользовались всем тем, что есть. Если же посмотреть на портрет обращавшегося к нам уже Степана Васильевича, да, вот, то можно заметить, что у него русская шинель образца 12 года, типичный огражданенный картуз, это головной убор, который имел место быть и пользовался массово у гражданского населения. И обратите внимание на портупею, на ремень и через-плечный ремешок. Он британский. Эта фотография нас, в принципе, отсылает к 1919 году. Это типичная ситуация для этого года из-за того, что британцы засылали нам бэушные вещи, вышедшие из оборота в армии, для помощи белой армии Колчака. То
То есть мы тут плавно можем перейти к той теме, тот знаменитый стишок, да? Да, этот стишок, там, омский правитель, что-то там, Погон французский, да. что-то там, Да, что-то да, да. английский. Там сейчас, одну минуту, я даже, Да, конечно. Но он в приличной же вроде форме был. да, мундир английский, погоны российские, табак японский и правитель омский. Вот здесь отсылаемся опять-таки к помощи Антанты к этому периоду 1919 года из-за того, что действительно он периодически носил британские образцы униформы. Офицерские, там, с рубашечкой и с галстуком. И китель был, собственно говоря, тоже пошит для подданных его величества. Но если же рассматривать это, ну, я не знаю, сейчас лингвисты завопят, наверное, четверостишье. Я по-любому неправильно сказал. Извините меня заранее за этот казус. То здесь, да, это исторические корни имеют и полное право вот на историческую действительность все-таки претендовать. Это четверостишие по той причине, что да, он сотрудничал с японцами. У него была форма иностранного образца, и он останавливался в Омске как столица российского государства, в которой он был верховным правителем. И как бы это иронично не было, но и своих ребят он все-таки старался одевать в униформу, ну, скажем так, поприличнее. Совсем другой вопрос, то что логистика там была, она отвратительная, она была очень, очень плохо выстроена, и вот некоторые даже продукты питания, они не доходили до окончательного адресата. Есть замечательные вырезки из общения одного контрразведчика со штабом летом 1919 года, когда интендантское управление отсылало в войсковые части, ну, различного рода фураж. Это и ботинки на замену, это и продукты питания и тому подобное. И эти интендантские служащие, сволочи, не доезжают до места дислокации армии, попросту продавали все это дело сербам за водку. Кошмар. И в таких условиях все-таки белая армия, она, ну, ясно, понятно, потому что так долго не продержится. Коррупция процветала. Да, полным это и полным цветом даже, я вот так было сказал, да. Вот надо же уточнить, на какие деньги-то Колчак все это покупал, откуда у него были средства для того, чтобы англичане ведь не и японцы те же самые, не по доброй воле. Да, это все это привозили ему. Это были займы долговые, и Александр Васильевич, он все-таки как-то старался все потраченные копейки фиксировать и вести учет, ну, чтобы лишнего там не наплели и так далее. И вот в качестве аргумента у него было то, что у него был золотой запас Российской империи, который после 1920 года делся в неизвестном направлении куда-то. Там в иркутских лесах затерялся.
А примерно какая это сумма была на тот момент, там, золотой запас? Там Ну, же говорят, даже целый состав потерялся. ну да, там суммы были огромные на самом-то деле. Это, если вот так вот навскидку сказать, то это 500 миллиарда рублей золотом, да. А, то есть мы можем уже точно говорить, что не просто так, не из одной борьбы с большевиками, это Да. все покупалось Нет, конечно. на Да. золото. Да, и здесь и подстегивала помощь Антанты вот союзным войскам, обозначим их в кавычках, из-за того, что мы не хотим возвеличивать одну или другую сторону. Мгм. Напомню, что история вне политики находится пока что. И здесь выходит так, то, что из лозунгов, несколько так яростно провозглашенных большевиками, что необходимо устанавливать социализм и коммунизм на всех 5 континентах. Опаска такая в Правящих общем-то, да, союзных держав. да. наблюдалось, да, что чтобы это, опять же возьмем в кавычки, зараза не распространилась и на их страны. И с целью этого их необходимо было сдержать. С помощью кого? Все правильно. Этих же белых офицеров и их добровольцев. Понятно. А вот смотри, очень много о Колчаке сейчас вот снимаются фильмы, говорятся. Вот там есть хоть толик это правды? Он действительно был благородным. Мне вот, например, один товарищ иркутский рассказывал о зверствах Колчака. Ну, что он, предположим, рассказывал? Вот с этой давай позиции оттолкнемся, отпрыгнем. Ну, во-первых, нас, надеюсь, YouTube не заблокирует. Там людей сжигали, потрошили и всячески отбирали. Поэтому банально добро для нужд армии, опять же. Да, вот если же говорить конкретно, то есть ряд источников, которые нам позволяют сказать, что он был очень негативно к этому настроен, к этим всем проявлениям излишней жестокости. И это даже уже и не жестокость, это что-то сродни с маньячеством. Он весьма плохо к этому относился, но и при этом ничего и не делал, чтобы вещи подобные жестко как-то пресекать. И здесь мы натыкаемся на весьма интересное положение, что если бы он все-таки начал какие-то активные действия против местных очень больших офицеров и чиновников какие-то вести, то от него они бы попросту отвернулись. Взять, например, этого же самого атамана Семенова в 1920 году, благополучно ставший генералом. О его зверствах тоже много чего известно, и что он об этом думал, собственно говоря, в собственных воспоминаниях даже. И, а что для пресечения этого события сделал Колчак? Практически ничего, из-за того, что, опять-таки, и дальше идет разбор полетов. Из-за чего? Из-за того, что на тот момент атаман Семенов обладал обширными связями с японцами. И если бы он этим самым японцам пожаловался, то было бы плохо. Колчаку? Да.
Да, поэтому Александр Васильевич запомнился у нас не как, скажем, тот же картограф, географ, адмирал, а больше как верховный правитель России из Омска и всей вот этой... Ну да, вот и это опять-таки очень иронично, что в, в годы собственной службы он там вот, очень многих высот все-таки добился и в российской историографии отпечатался исключительно как верховный правитель. Да, и с негативной стороны. Да, отсылка к Star Wars или что-нибудь в таком духе. Она прямо очень напрашивается сама собой. Да, очень интересно на самом деле. Ну и в принципе вот все эти поставки, к какому году они вот прекращаются, опять же? К 1920 году часть из них, она значительно сокращается из-за того, что как раз-таки Колчак в ходе своего отступления он отказывается от предложения жена или там, в общем, какого-то французского генерала с фамилией буквой, начинающейся на Ж, взять под международную опеку золото, золотой запас и благополучно его до Владивостока доставить. Это было аргументировано тем, что Иркутск долго не продержится, это было объективно весьма, и Чита тоже. А до Владивостока еще дойти надо. И, собственно говоря, этот отказ, он и повлиял на убыстрение жизни, вот так вот скажем, и качество умирания Александра Васильевича. Его попросту поймали собственные же некогда союзные силы Чехословакии, и после декабрьских событий в Иркутске, Иркутск, он попросту пал, и власть там снова организовалась у большевиков. Его просто сдали большевикам. Там даже не большевики, по-моему, были, а эсеры, скорее всего. Ну да, и получается так, то, что суд, расстрел и все, и баста. Вот так он и закончил собственную жизнь из-за одной ошибочки такой вот. Но здесь... Но сдай он золотой запас, скорее всего, особо бы ничего не поменялось. Золотой бы запас уехал, а Колчак все равно был бы расстрелян. Это точно, да. Вот учитываем, что во Владивостоке на тот момент времени японцы бушевали, и весьма так неплохо. Там, ну, мародерством, всякими вещами интересными занимались, и подобная традиция у японцев, она будет еще и во Второй мировой войне до 45-го года соблюдаться. Вот здесь у них нездоровая историческая преемственность у армии все-таки наблюдается. Кошмар. Да, очень интересно. Ну, вернемся к основной нашей теме. Наступление 19-го года белых. Так, полет к Волге мы вчера вот обозначили. Да, вот здесь необходимо сказать то, что к 1919 году еще не было понятно, за кем окончательная победа будет. Это обуславливается тем, что в белых армиях, ну, у нас все-таки офицеры профессиональные в большинстве своем, и боевой дух у них на высоте. И с марта по апрель месяц 1919 года со всех сторон, то есть это и Северная армия, и Северо-Западная армия, то есть Северная армия у нас
располагалась в Мурманске, северо-западная под Петроградом, южная армия в СЮР, так называемые вооруженные силы Юга России, в Украине и на Дону преимущественно, там и еще чуть-чуть Северный Кавказ можно взять в принципе, и Восточный фронт преимущественно с офицерством из Сибири снаряженный, Колчака из Востока, ну вот из Западной, из Восточной Сибири и наступали. Окончательная цель этого весеннего наступления была все-таки захват Москвы, но с разных совершенно направлений. И если же, предположим, про Южную армию там, и про наступление на Петроград, в принципе, там это уже все дело там, перелопачено, то Восточный театр военных действий, я так заметил, что он освещается не так живо. Ну вот в академических кругах, в принципе, там есть некие такие наметки и общение, дискуссии, чуть ли не и дебаты всячески проводятся. Но что касается арт-пространства, ну вот если мы обращаемся к теории слоев искусства, вот, арт, кич, мит, то арт это можно поподробнее для меня и подписчиков, что это такое? Ну, получается, слои искусства можно разделить в целом на 3 основных степени погружения. Арт, то есть это или народные песни, или очень популярные. Моргенштерн, Оксимирон и тому подобное. Вот если мы берем про музыку. МИД, это уже, если мы возьмем этот же самый пример по музыке, то это уже нишевые такие вещи, разбираться в которых, ну, уже необходимо иметь знания, какие-никакие. Там, ну, возьмем, я даже не знаю. Рок какой-нибудь? Ну, да, там. Направление какого-нибудь, да? Да. Если же мы возьмем кич уровень, то это уже высокая классика. Шопен, Моцарт, там, и так далее, и так далее. Если же взять из более таких понятных для гуманитариев, вот, из этой плоскости взять пример, то необходимо сказать, что самый популярный уровень это какой-нибудь Николай Стариков, очень популярная литература, разносящаяся там и даже чуть ли не 10-тысячными тиражами там, и раскупающаяся по всей стране. МИД это научно-популярные лекции, опять-таки все довольно-таки обстоятельно, но в силу того, что очень много людей со стороны приходят, необходимо это все в более доступной форме людям подавать. И, ну, ученые против мифов можно назвать, да? И вот кич уровень это опять-таки уже сугубо. Да, это уже непосредственно научная диссертация. То есть вот разделяя по этим слоям и возвращаясь к нашему повествованию, необходимо сказать, что Восточный фронт, он освещается, ну, живо, да, но опять-таки не с той живостью, с которой освещаются, ну, события на Украине, предположим. Вот, чтобы не обидеть
никого, оба этих буквы использовал. Так что еще раз извините. И... на Украине. Да. Хорошо. Так, и вот, Восточный фронт, март-апрель месяц. И здесь ставка верховного правителя и главнокомандующего в одном лице Колчаком разрабатывается программа под наименованием «Бег» или «Полет к Волге». Окончательной целью которой является захват всех приволжских территорий и закольцевание сопротивления в Москве. То есть, если бы к Волге они все-таки успешно подступились, то путь к Москве он был бы открыт полностью. И, в принципе, начальный этап этой операции, он шел абсолютно успешно для белой стороны конфликта. И все современники, участвовавшие и созерцающие этот театр военных действий, они говорили о том, что вот к ноябрю месяцу он захватит Москву. Ну и всякие так, невеселые, нет. И всякие подбадривающие такие сообщения из разных уст они и доносились. В частях РКК на этот момент времени до апреля-мая абсолютно полнейший разброд, и целые подразделения, были такие прецеденты, они абсолютно добровольно, без всяких там избиений и прочего, переходят на сторону противника, к белым, да. Вот взять, например, этот же самый 10-й московский полк РКК. Он полностью всем составом перешел на сторону противника. Внезапно. Да, и вот... А обратные случаи? Обратные случаи, они уже фиксируются массово так с лета. Но до лета еще надо дожить, собственно говоря. И вот это очень успешная такая и форсированное наступление на Волгу у нас вязнет в апреле месяце, когда начинается весенняя распутица. Все дороги размыло, и передвижение даже пехотой было невозможно. И с той, и с другой стороны. Апрель месяц, мы знаем, что это еще и не только распутица весенняя, но и ход льда. И одна часть армии от другой, по другую сторону реки остается отрезанной. И если к этому еще добавить, что на протяжении всего марта месяца, апреля месяца люди шли безостановочно сутками, у них крайней степени вымотанность уже. И вот эти все факторы, они все-таки позволили, несмотря даже на то, что природа была безжалостна ко всем, в том числе и к Красной Армии, у них появилось время на передышку. Из-за того, что они же обороняются, и следовательно все войсковые части там и места привала, они располагаются намного ближе, чем это у белых. У них появилось время на некую такую передышку, и в мае месяце вот у нас РКК, они перехватывают инициативу стратегическую. Вот перебью, прости. Там товарищ Троцкий к этому времени? К
Командующий Восточным фронтом был Фрунзе и второй какой-то очень известный человечек. Его фамилию я не запомнил, к сожалению, но... Михаил Васильевич, значит, руководил Фрунзе, да? Да. Вот, и здесь, в принципе, можно сказать, что для РКК удачно сложились абсолютно все карты. Это и некие такие демпфирующие факторы, которые не позволяли местному мирному населению спокойно дышать на каких-то ванек в английских мундирах непонятных. А какая у них программа-то политическая? Ну-ка, расскажи мне. А я не знаю. И все. И здесь уже вот эти факторы, они весьма удачно сложились еще и на усталость армии, имеется в виду белой. И начинают, собственно говоря, с конца апреля месяца до ноября успешно их долбить. Вот, постепенно после того, как вместе с расцветом зелени и различного рода цветочков у нас еще и дорога засыхает полностью, и вместе с этим начинается активное контрнаступление РКК по всем фронтам практически. Весь основной театр военных действий, ну, активных таких бурных, ну, всяческих драк, он смещается на Южный фронт, то есть там у нас пока еще Антон Иванович Деникин и 5 его несчастных танков Марк-5. Огромных-то этих. Да, здесь издевательский такой случай, офф-топ небольшой внесу, что британцы Антону Ивановичу в качестве помощи выслали всего 5 танков. Подождите, а там же еще танки делились на мужские и женские. Да, один из них до сих пор благополучно стоит в Харькове. Да? Да, а второй в Мурманске. Как интересно. А там же еще потом на них пахали, по-моему, советская власть. А потом уже как символ победы над всем этим. Так интересно. Вот вернемся к нашей Якутии. Да. Вот фиксируются моменты, что в ноябре месяце 1919 года от Якутской области было выслано для помощи Восточного фронта, то есть это все еще Белая армия. Вещи теплые, это различного рода ткани, шубы и, ну, всяческого рода такая чисто гуманитарная помощь. Мясо в основном отправлялось из Иркутской области нынче и Бурятии. Вот, в принципе, можно сказать, что бурятская тушенка, она идет оттуда, и из этих времен. Но это не помогает ничем практически армии, потому что это все по пути разворовывается. Да. Весьма успешным образом, да. И всеми подряд причем. И вот в подобных условиях... А на что надеялись-то вот в таких условиях воевать вообще люди? Как они страной управлять собирались, придя к власти? Ну, если у них даже в армии такой разброд. Такой разброд, опять же, повторюсь, он массово начался с лета 1919 года, когда в белых войсках поняли, что они не достигнут собственной цели, и что их начинают активно бить, чуть совершенно... А другое слово не использовал во все места. Уже со стороны РКК. И вот, и понимая, что рано или поздно это все закончится, не в нашу пользу, и имеется в виду, я сейчас проецирую мысли Белого,
на лето. А чтоб не попробовать обогатиться на всем этом. И все, и пошло-поехало. Но, собственно говоря, у Колчака даже на лето 1919 года оставались некие такие надежды, получается, призрачные, дать бой в Омске. И из-за того, что Омск он не хотел сдавать до конца, до последнего патрона, как он выражался, попробовать уже после снова возникшей распутицы, но уже осенней, дать бой и перейти уже в контрнаступление. Но, опять-таки, к счастью или к сожалению, вы решаете сами, командующий обороной города Омска, генерал от инфантерии Константин Сахаров, ничего не подготовил к обороне, собственно говоря, и город попросту сдали там, с минимальными потерями. И вот после сдачи города, то есть уже было совершенно четко ясно, что весь основной театр военных действий, он сместится или на Восточную Сибирь, в лучшем случае, или на Дальний Восток. Лучшего случая не произошло. Эсеры и большевики к власти пришли к декабрю 1919 года. Это уже идет так называемый, обозначенный Великий Сибирский ледяной поход, который изначально возглавлял офицер генерального штаба Колчака Капель Владимир Оскарович. Интересное отчество такое. А после его смерти от обморожения и отека легких он поручает это дело добить Войцеховскому, его командиру, тоже генерал от инфантерии. То есть это вот тот эпизод из фильма, где там... Кстати, он чистый вымысел. Да? Я вам так скажу, да. Во-первых, он провалился ночью. Как Безрукова ночью это снимать? Ночью он провалился, да, и никому об этом не сказал. То есть он всю ночь шел, и вот эпизод здесь он полностью раскрывает его как от человека, потому что он никого не раздел. То есть в собственной одежде шел всю ночь, и утром он в общем-то простыл. Изначально у него пошла гангрена ног, и их ему отрубили, и в конце концов он умер от отека легких. И его, собственно говоря, тело уже погруженное в гроб и несли до конца этого пути отступления. То есть там этому способствовало то, что а зачем его бросать, если он и так уже не разлагается? И необходимо было его все-таки как-то спокойно и с почестями похоронить, потому что это, пожалуй, для некоторых лиц радикально настроенных тот хрестоматийный случай, когда офицер был очень скромным, не сильно чурался своих побед и спал, в отличие от всех остальных, не в офицерских ложах там, и тому подобное, а вместе с солдатами. Интересный персонаж был. То есть, да, и подобные персонажи, они тоже имели место быть в белом движении. То есть это опять-таки неоднородная такая черная и злобная масса, которая всех пытается расстрелять и ограбить и так далее. Да.
Да, ну вот, а у нас, значит, перемещается Да, на Дальний Восток. да, центр военных действий перемещается на Восточную Сибирь. Здесь совершается Великий Сибирский ледяной поход с ноября 1919 по январь 1920 года. И есть интересный факт, что во время отступления, то есть оставления города Иркутска, даже в 1920 году я зафиксировал на 15 января, по-моему, или на 14 января, я потом в ссылках к описанию вставлю сноску на архивный документ, выдавалось вещевое обеспечение. Ну, вот, вещи были преимущественно ватники там, и так далее. И интересно, что вместе с этим выдавалось и британское снаряжение, и обмундирование. Обмотки, ботинки кожаные, опять-таки непонятно, это или зимние, или летние, я предполагаю, что летние. И эти самые портупеи. То есть, в принципе, пытались забрать с собой абсолютно все. Вот до отступления в Читу. И здесь интересный факт есть, что давайте честно взглянем правде в глаза к атаману Семенову, ставшему уже на тот момент генералом, относились плохо все. Его считали не защитником интересов России, а ставленником японцев. Об этом все практически перешептывались, но в один момент перестали. И как вы думаете, по какой причине? Даже понятия не имею. В январе месяце он снарядил поезд, чтобы уже уставший от двухмесячного по зиме ходячим остаткам всех этих войск, некогда Большого Восточного фронта, их там оставалось уже порядка 25 тысяч всего лишь штыков. Из 280, если я не ошибаюсь, около 300, в общем. Он снарядил для них поезд с печками, с любовно обставленным чаем и некой такой провизией до Читы. И после вот этого события, увидев, что он вот так вот заботится о подчиненных, к ним, он очень любовно относится, все-таки перешептываться перестали. И это одна причина. А вторая, опять-таки, что перед собственным расстрелом и поимкой Колчак назначает именно Семенова вместе с назначением его на генеральское звание командующим обороной Дальнего Востока и Восточного фронта. От этого он, по-моему, откажется. Нет, откажется Деникин. Он согласится. Да. А что у нас-то вот происходит? У нас в этот момент пока ничего хорошего. Не так. Оговорочка интересного. Оговорочка по Фрейду. Да. Или наоборот, все плохо. Ничего интересного не происходит. И всякие такие события, они уже начнутся в последующем. То есть нам необходимо обозначить для конечной такой точки нашего общения, что в декабре 1919 года власть Колчака рушится в Иркутске, а следовательно и в Якутии, в Якутской области. И дальнейшие страницы истории, которые будут разворачиваться уже на Дальневосточном, в том числе театре военных действий, и в Якутской области, они уже имеют совершенно другой характер.
и хронологию. Об этом мы продолжим на следующих разах, собственно-то и говоря. Да. Но перед этим есть Да. еще пара вопросов. Ну, давайте. Вот. Силы сторон. Вот, Саян Андреевич, Да. ты вот сказал, что 300 человек пришло всего лишь. Погибло со стороны, вот на прошлой нашей беседе, что там погибло порядка, наверное, человек 100, и то, когда белые друг друга перестреляли. Да. То есть какие вообще битвы по масштабам-то были? То есть это напоминает ли Первую мировую войну, Вторую мировую войну, или там конную армию, прорывы все эти Буденова, опять же? Или как вообще сражения происходили, опять же? Ну, вот смотрите, необходимо обозначить момент, что до конца 1919 года происходят масштабные баталии. То есть это прям взахлёст там получается дрались. И когда отстаивали города, вот Уфимскую операцию вспомним там и так далее, вот там не на жизнь, а на смерть, получается, дрались. И даже в начале 1918 года, вот вспомните прошлую нашу беседу по ледяному походу, по первому ледяному походу. Там баталии происходили там чуть ли не 20 тысяч на 50. То есть это довольно масштабно. Это масштабные такие битвы, сражения. И вот и когда с 1920 года подобные бои утихнут, даже в Крыму, они будут приобретать все более и более локализованный и менее масштабный характер. То есть у нас здесь и техника практически перестает применяться. Исключение возьмем битвы на протяженности железных дорог и там, где допускается использование всяких корабельных приспособлений, ну там всякого рода теплоходы там, и так далее. Там, да. В основном использовались опять-таки при локальных боях бомбометы и тому подобные вещи, весьма интересные и мобильные. И пулеметы, и все. Вот время масштабных боев, оно заканчивается именно в декабре 1919 года. И последним таким боем, по идее, должен был быть бой за Иркутск. То есть это не осуществленная операция по захвату Иркутска и освобождению Колчака. Но все мы знаем, чем это все закончилось. Да. Его расстреляли, и после того, как белые, подойдя к подступам Иркутска, об этом узнают, они видят, что это абсолютно бессмысленно, и попросту этот город обходят стороной. Идут по Байкалу в сторону Читы. А вот события, которые в дальнейшем у нас будут, там масштаб какой? Масштаб, самая массовая такая, получается, драка, ну, обозначим это дракой, это было, по-моему... Со СССР? Одно из них, да. Хохочой? Никольский бой. Никольский бой? Да. Вот это порядка 500 штыков регулярных соединений РКК. 228-й Петроградский полк пришел уже с отрядами, я даже и не знаю, якутский партизанский отряд ли, или армия, это же самое, добровольческая. Количеством 150 человек, все они погибли, кстати говоря. Интересно, а вот смотри, тут же у нас еще были там белобандиты, как их называли раньше, сейчас также тоже некоторые называют, кто-то говорит просто бандиты. Создавали свои отряды. Вот какого это масштаба были? Вот отряд Артемьева, к примеру, в Мегино-Кангаласском районе действовал. Татинского, Улус-Чурапчинская, там же были некоторые отряды, то есть сколько человек, бойцов требовалось, чтобы навести суету на тот момент? Ну, если у тебя есть
даже 20 штыков хорошо вооруженных, то можно было уже всю полноту власти в улусах взять в собственные руки. Вот, что же касается до регулярных соединений, то здесь надо сказать, что самое большое количество, как по-моему, оно было у отряда Пепеляева. Но он придет в 23-м году только, в январе месяце. У него было 1100 сабель. Офицеры и те, кто ратовал за автономную Сибирь. Но они придут уже тоже с какой техникой? Японской зачастую уже или американской там? Нет, я бы не сказал, что прямо она была исключительно японской или американской. Там сведения весьма разношерстные. То есть с чем успели эвакуироваться в Китай, с тем и воевали, собственно говоря. Потому что с 1920 года у нас посильная помощь от Антанты белым войскам, она прекращается практически. Они занимают только собственные территории для обогащения своих и не своих, я про государственных карманов, и занимаются в основном мародерством. То есть это у нас японцы, да. У нас от японцев нет ни одного позитивного опыта и сообщения о том, что они что-то хорошее оставили. Кошмар. Если про белых еще можно вот так вот эпизодически что-то интересное, благородное встретить там и так далее. А американцы, которые во Владивостоке высаживались? Американцы и канадцы, они там уже меньше зверствовали, да, но опять-таки они преследовали цели весьма такие прагматичные для собственной страны. Это обогащение американского капитала. А чем именно? Вот что вы возили, к примеру? Нефть, газ. Всяческого. Нефть тогда была еще не разработана, и газ в том числе. Уголь, да, вот угля было полно. Древесина. Железо, золото. В общем, во Владивостоке, во всей территории современного Приморского края, там значительная часть, всяческих золотых рудников. Там, и так далее. В общем, там есть чем поживиться, собственно говоря. Поэтому они дальше и не пошли, им хватало и того. Конечно, да. Очень интересно. И последний такой момент. Коротко, какое оружие тогда было у наших товарищей? Вот ты говорил, что это узкая тема, хотя бы перечислить, кроме того, Мосинки, Максима, там, винтовка Бердана, там что-то там. Да. Вот, помимо выше обозначенных моментов, весьма широкое распространение получили винтовки системы Арисака. И это не по той причине, по которой вы подумали. Здесь интересный момент есть, что я вам расскажу о союзнических соглашениях во время Первой мировой войны. Во Владивосток и в тамошние местные команды и стрелковые соединения, в том числе и в Первый Сибирский полк и Его Величество, отсылали по программе союзнической помощи Антанты оружие и патроны к нему. И вот в рамках этой программы часть русской императорской армии еще на тот момент, она снаряжалась вот именно японскими винтовками. Вспомним опять-таки поставки американцев. Они специально переделывали собственные винтовки рычажного воздействия, вот эти вот, под российские патроны. И тоже происходили поставки в
Россию в рамках, опять-таки, участия в Первой мировой войне, в Великой войне на тот момент. Отодвинемся еще на полвека назад. 1870-е годы. А русско-турецкая неужели? И 80-е, нет. Вот в рамках неких таких соглашений и в попытках все-таки найти наиболее оптимальный вариант винтовки, российское правительство закупает мелкими партиями по 100, по 200 винтовок от разных стран. И в этой связи в Якутию у нас попадают порядка 200 итальянских винтовок Ветерлио Витали 1870-87 года модификаций. Они были 4-зарядными и успешно и проходят апробацию в известном нами уже бое за Якутск. Вот и вот спустя чуть ли не полвека. Да. И вот опять-таки винтовок абсолютно различных, в том числе у местного населения, было предостаточное множество. То есть есть одна весьма интересная фотографическая карточка 1923 года, мая или июня месяца, я так предполагаю, когда в Якутске перед Преображенской церковью большевики празднуют парадом победу над Пепеляевым. Там, по моему предположению, опять-таки я в ссылках эту фотографию прикреплю, фигурирует, вот так вот условно назовем ее конфедератка. То есть кепочка американского образца, вот такая вот. Если смотрели фильмы про гражданскую войну в США, то все вы прекрасно знаете о ее внешнем облике. Вот, и подобная кепка, фигурирующая чуть ли не в 1923 году в Якутии, о чем-то да и говорит. 60 лет спустя, считаю. Да. Очуметь, интересная информация. Да, вот если же возвращаться к вооружению местного населения в Якутии, то оно было преимущественно вооружено берданками, в лучшем случае, однозарядные винтовки, для тех, кто не знает, а для тех, кто знает, вам респект. В худшем же случае они были вооружены ружьями мушкетонами всякими разного рода там, и так далее. Так что оружие было на самом деле превеликое множество заграничного, нашего производства. Вот и в ходу у нас, в основном шли это винтовки Мосина, ручные пулеметы Льюиса и Максима. Слушай, вот занимаются реконструктором ты, твои товарищи, реконструкцией. Может быть, мы можем здесь для наших зрителей, подписчиков что-нибудь показать такое интересное? Да, это в принципе... Макет какой-нибудь? Это в принципе возможно, да, это возможно. Над этим вопросом мы еще подумаем. Спасибо, Саян Андреевич. Всего доброго, до свидания. Вы подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте обязательно, пожелания свои пишите. А на сегодня все.